Информационная программа «Новости». С вами Матлиба Раджабова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер наций, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму избранному президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с большим удовольствием поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Республика Таджикистан, выступая за все большее развитие и укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Вьетнамом, с большим оптимизмом смотрит на их перспективу. Выражаю надежду, что в период вашей деятельности на этом высоком посту мы совместными усилиями поднимем сотрудничество наших государств на новый уровень, еще больше обогащая их содержание. В этом направлении мы готовы к продолжению традиционных таджикско-вьетнамских контактов на высшем уровне и эффективно использовать все имеющиеся для этого возможности. Желаю вам, господин президент, здоровья и успехов, а дружественному Вьетнаму и его народу благополучия и дальнейшего процветания». Год от года двухсторонние, многосторонние дружественные отношения между Таджикистаном, Беларусью и Исламской Республикой Афганистан расширяются, развиваются и выходят на качественно новый уровень. Сегодня в Душанбе прошел форум предпринимателей Таджикистана, Беларуси и Афганистана, в котором приняли участие широкий круг предпринимателей и представителей производственных предприятий. Подробности у Зумрат Файзиевой. Бизнес-форум «Таджикистан, Беларусь, Афганистан» организован в рамках 14-го заседания Таджикско-Белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которого в Душанбе проходит выставка белорусских производителей «Made in Belarus». На выставке представлена продукция более 40 белорусских предприятий и учреждений, среди которых продукты питания и напитки, пищевые ингредиенты, продукты растениеводства и животноводства, сельскохозяйственная техника и другие. В форуме приняли участие более 200 человек, в том числе руководители государственных органов, предприятий, организаций, предприниматели и инвесторы из Таджикистана, Беларуси и Афганистана. На встрече было отмечено, что благодаря разумной и дальновидной политике глав государств отношения во всех сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции и другие, вышли на новый этап развития. Также было отмечено, что Беларусь является одним из основных стратегических партнеров Республики Таджикистан, и в 2020 году товарооборот между двумя странами составил более 54 миллионов долларов, что на 25,9 миллионов долларов или почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Участники обменялись мнениями о деловой среде и инвестиционных возможностях в туризме, промышленности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике и других взаимовыгодных сферах. В ходе встречи и переговоров белорусские и афганские предприниматели и инвесторы выразили заинтересованность в установлении и налаживании взаимовыгодного сотрудничества со своими таджикскими коллегами. По окончании официальной части форума состоялась двусторонняя встреча предпринимателей 3 стран, в результате которой были подписаны документы о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, производства сельхозтехники, фармацевтики и других. Данные соглашения будут способствовать укреплению взаимовыгодных отношений и развитию экономик обеих стран. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Новости. В Таджикистане с 1 апреля стартовал весенний призыв в ряды вооруженных сил республики. В честь новобранцев по всей стране проводятся торжественные мероприятия, на которых добровольцы проходят церемонию вступления в ряды вооруженных сил. С 1 апреля в Таджикистане начинается весенний призыв в вооруженные силы Таджикистана. Во время призывного периода, который продлится до 31 мая, в армию будут призываться молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу для прохождения службы в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан, пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Национальной гвардии Республики Таджикистан и других войск Таджикистана
Таджикистана на военную службу. В честь призывников по всей стране проводятся мероприятия, на которых уже отслужившие военные демонстрируют свои навыки и мастерство. Данные мероприятия показывают важность качественного военно-патриотического воспитания и поощрения молодежи, добровольно вступающие в ряды вооруженных сил. Ведь чтобы противостоять этой внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошо обученных профессионалов, добровольно согласившихся служить своему отечеству. Ответственные лица Министерства обороны отмечают, что в последние годы призывники идут служить в армию добровольно и что план призыва в ряды вооруженных сил выполняется досрочно. Молодежь осознает, что защита Родины, охрана рубежей страны, обеспечение мира и стабильности является предметом гордости и чести. Призывники и новобранцы, выступая на церемонии, еще раз подчеркнули, что готовы охранять рубежи Родины и защищать достижения независимого Таджикистана и всегда готовы выполнять свой гражданский и сыновний долг. Бодрый дух, готовность смелых и отважных юношей к защите любимой Родине придают уверенность, что таджикская молодежь готова обеспечить безопасность нации и государства любой ценой. С каждым днем облик нашей столицы преображается, строятся новые современные здания, а улицы становятся все более красивыми и благоустроенными. Особую привлекательность городу придают парки, скверы, бульвары и клумбы. Город Душанбе и раньше считался зеленым городом, а сейчас традиция озеленять город приобрела новый виток развития. Сегодня на территории Душанбе действует 17 парков культуры и отдыха, в каждом из которых созданы идеальные условия для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы. Во всех парках города во все времена года не прекращаются работы по облагораживанию и улучшению условий отдыха. Высаживаются новые сезонные цветы, деревья и кустарники, а также облагораживаются уже существующие зеленые уголки. Создание парковых территорий и скверов – это основа нормального существования человека в условиях мегаполиса. Это очень важная составляющая действительно благоустроенного города. Высокая скорость ритма жизни и большое количество стрессовых ситуаций делает существование жителей мегаполиса полной неожиданностей. Поэтому проведение времени в спокойной обстановке на территории парка или сквера может существенно снизить уровень напряженности и благотворно повлиять на здоровье человека. Для детей просто жизненно необходимо время от времени посещать такие места, где можно свободно себя почувствовать в окружении зелени. В Душанбе в настоящее время очень много зеленых островков, где можно, не выходя из города, оказаться как будто на лоне природы. Создание озелененной территории – обязательная норма современного градостроения. Зеленые островки создаются не только в парках и скверах, но и возле различных учреждений и зданий, чтобы поднимать настроение работникам. Скверы возле транспортных магистралей направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для передвижения. А еще они имеют декоративную функцию, так как способствуют улучшению внешнего вида города, района, улицы и вызывают чувство гордости, что мы живем в прекрасном городе. Весной Душанбе становится особенно красивым. Цветущие деревья, кусты и цветы, зелень газонов и лазурное небо создают неповторимую обстановку, уют и прекрасное настроение. Приходя в парк, человек не покидает границ города, но при этом попадает на лоно природы и испытывает психоэмоциональную разгрузку. Зеленые уголки также способствуют сплочению городского населения и повышению качества его жизни. Современный Душанбе – это экосистема, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, новости. В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялась генеральная репетиция вечера хоровой музыки. Тему продолжит моя коллега Шахло Бердиева. Под руководством главного хормейстера, заслуженной артистки Республики Таджикистан Елены Тилоевой состоялась генеральная репетиция вечера хоровой музыки. Сегодняшний концерт я хотела бы посвятить предыдущему году, который был для всей планеты очень сложным и тяжелым. И многие произведения, которые прозвучат на сегодняшнем концерте, они посвящены именно тем
кого мы потеряли в прошлом году. Но также и много позитивных будет произведений, потому что жизнь продолжается, и мы все должны верить в самое лучшее, в самое светлое. Программа концерта у нас включает очень разносторонние разные произведения. Это начиная от обработок народных песен для хора, заканчивая классикой, мировой классикой. Это Джузеппе Верди, это Жорж Бизе, это Александр Бородин. На концерте прозвучат обработки фольклорных композиций, а также музыка известных композиторов, песни на языках разных народов мира. Сегодня артисты Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни радуют своих зрителей новыми постановками, применяя креативные подходы в своих спектаклях, детских представлениях, развивая новые направления этого вида искусства. Шахло Пердиева, Алишер Нигматов, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч.